Ух ты, дождь был. Ну вот утро, ребят, 5:30. Да, дождь был ночью. Все сыро. Сейчас пока дождя нету, но тихое утро. Опять без ветра, без ничего. Сейчас попью чай. Вчера вечером я отварил гречку. У меня очень много еще осталось гречки. Полкастрюли. С тушенкой. И чай пил с печеньем. Оказывается, очень вкусные. Яшкино. Французский крекер с кунжутом. С кунжутом. Я думал, какое-то вот не очень. Да нет. Что я не покупал у Яшкина. Все идеально, очень вкусно. Пряники покупал. Там еще что-то там покупал. Вот это печенье попробовал. Тоже понравилось. Брал в этом магазин Мега. Там вообще они дешевые. Очень вкусные. Да и в принципе вчера в 6 часов лег. Потом как будто я засыпал. От усталости я как будто вот засыпал. Потом 8 часов проснулся. И никак не мог заснуть. Еле-еле. Потом где-то после 9, наверное, засыпал. Потом каждые 3 часа я просыпался. Вот утром, сейчас вот я бы еще повалялся. Ну и достаточно. Уже не могу, не лезет уже это. За 2 ночи я уже, считай, выспался. Ой, прям по лицу видно, что выспался. Еще много жидкости выпиваю вечером. Потом вот лицо набухает так. Но зато отдыхаю, ребят. Честное слово, тут я просто отдыхаю. Дома как? Включаешь телевизор, там политика. В интернет залезешь, политика, блин. Только нервы портишь. И все время вот об этом думаешь. Тоже вот, что творится в мире, вот все это смотришь, думаешь и размышляешь. И вот все это очень сильно нагнетает человека. А в тайге вот у меня радио есть. Радио, вон она. И она не ловит ни хрена, ничего. Я не знаю, что в мире творится. Тут спокойно. Спокойно и ничего, ни о чем не думаешь. Просто вот думаешь только вот сходить, что-нибудь добыть и все. А так, чтобы вот нервы там портить, ничего им. Спокойно. Вот это и в этом есть прелесть отдыха в лесу, в тайге. Вот. Это очень даже успокаивает и отдыхаешь, действительно отдыхаешь. Я, наверное, в этом и понимаю отдых. Отдых в тайге. Вот именно вот от всего. Ты отключаешься и ничего не думаешь. Просто вот живешь свое удовольствие. Блин, чай вкусный тут. Вообще офигеть. Вода очень сильно отличается. Очень сильно. Вот. Ну, жду рассвета и в тайгу побродим. Сегодня не так далеко буду ходить. Но примерно, наверное, до часу побродим. Если будет что-то интересно, буду включаться. А если нет, так пустоту снимать тоже не стану. Вот. Да и пасмурно сегодня. Дождь, наверное, будет. Особо не поснимаешь. Будут еще солнечные дни. Будут еще большие съемки.
Этот уже в лодке. Включился, чтобы показать этот уровень воды. За 2 суток вода не прибавляется, не убавляется. Короче, уровень воды стоит. Сейчас мы перейдем на другой берег. Сегодня побродим по другому берегу. Да? Да, как устанавливал, вот. Вровень так и стоит. 2 раза уже Тулан кого-то облаял. Далеко опять ушел, блядь. Коротенькие раз 5 так облает и затишье. Или рябчиков поднимает, или я не знаю. Хрен пойми, как далеко он уходит, блин. Это тоже не очень хорошо, когда собака очень далеко ищет. Впереди меня всех, короче, гоняет там, распугивает. Тулан идет. Вон Тулан. Появился. Хотел дятла поснимать. Вообще тишина. Ничего нету. Не свистят, не взлета. Сколько прошел уже. Белка или куница, кого он там лает? На березе. Сейчас поближе подойду. Кого тут он лает? Осина большая. Или может где-то дупло у него. Но факт, что никого нету. Не вижу. Отчетливо я все ветки вижу. Но... Нет, не увидел никого. Следы бобров. Вон они. Чуть раньше это как будто он свежий, но листва он выпала. Это говорит о том, что давненько уже они грызли это дерево. Вот тут вроде как свежие. Вот бы сюда фотоловушку поставить. Да. Тут свежий. Вон, грызуны выходят. Ну, скоро они уничтожат это озеро. И это вот тоже вот, видно, что дерево наклонено прямо вон туда. Он просто вот за какой-то период времени просто он свалит. Нормально, да? Работает. Ребят, сегодня взял заварку. Вчера без заварки, ну, блин. Просто кипяток, не очень так. Первый перекур. Где-то вон там за озером рябчик еще свистит. Такая ложка. Тулан себя сушит.
Пьем чай, отдыхаем. Хорошо. Тишина. Полный штиль на улице. И вроде моросящий дождь начинается. Что-то похоже на это. Пока пустые. Ни одного выстрела, ничего. Когда рябчика вижу, ну, видел вот, как сказать, одного рябчика. И когда тулан рядом, я рябчиков или белку я вообще не стреляю. Не хочу приучать. Да и так он уже достает с этим рябчиком, все время лает, если попадает по пути. И здесь вот тоже свистит рябчик, я не хочу его манить, потому что собака рядом. На рябчика я отдельно без собаки как-нибудь организую еще охоту. Чисто на рябчика схожу. Вот так. Как в прошлом году. Дня 2 так поброжу. С утра выйду с манком. Без собаки. А сейчас первые дни с ним хожу. И в основном сейчас вот тоже на лесной, как сосновый лес пойдем. И там еще побродим. Если ничего нету, пойдем обратно в избу. Вот. А чуть позже, как все уже обойдем, все места вот сосновые с собакой, ну, уже перейду я на рябчиков. Сперва братца глухарь у нас. Ой, блядь. Посмотреть. Вон. Тоже на днях, наверное, свалили. Тоже свежий. А может и нет. Такие дела, ребята. Где осина, там бобры. И работают вообще круглые сутки, наверное. Ну, по ночам в основном, конечно, но... В той стороне больше осин. Все подряд валят. Тулан. Смотрите, вообще штиль. Волны, ничего нету. Огромная елка. В каван снова лает. Сюда вот этот тепловизор, правильно выговорить, тепловизор нужен, чтобы сканировать всю эту елку и посмотреть, кто там. Хорошо лает, никто не шевелится. Лай идеальный. Чага. Вот сколько. Ну вот, видели. Мы уже бродим вот такой, по такому прекрасному лесу. Пока безрезультативно. Где-то в стороне облаял тулан кого-то. Сейчас он вернулся, рядом тоже ходит. Ну, вообще как-то тихо. Смотрите, белые грибы. Здесь был выход белых грибов, вон еще один.
Ух, воняет, пипец. Там еще поганки или тоже, может, белые. Ну, боровики выходили в сосновом лесу. Так. Я бы сейчас супчика съел из свежих грибов. Что-то увидел грибы и захотелось. А ягод нету. Смотрите, брусничные места вот тут. Вообще-то кусты пустые. А черника уже все выпала уже. Листва выпала, только вот кустики без листвы, без ничего. Вон там черничные места дальше. Угу. Пришел на лай тулана. Снова опоздал, ребят. Я его тоже вижу, где-то он там бродит. Ни хрена птица не терпит лай собаки. Получается так, что тулан просто от меня пугает птицу, разгоняет. Птица улетает. Поздней осенью, но лучше. Бывают моменты, когда вот ты идешь спокойно идешь, от тебя взлетит птица и может сесть там. Как от тулана, может, сел, он начал лаять и испугался. Птица испугалась. И частенько так получается. В прошлом году такая же картина, между прочим. Были моменты, когда я натыкался на птицу, он садится и не улетает. Успеешь выстрелить. Вот такие картины. Ладно, еще побродим. Тут сырые места. Конечно. Но шанс есть. Может, еще кого увидим. Опять кого-то облаивает. Метров 200, наверное. 250. Что-то нечетко лает. С остановками. Рябчик. Опять вообще заглох. Да, это рябчика, наверное, облаял. А, тулан встречает уже. Фух. Ну вот, ребята. Снова, ребят, мы у избы дошли. Печка топится еще. Сейчас буду отдыхать. Съем кашу, чай попью. И схожу на рыбалку. Все, на сегодня с ружьем хватит. Набегались. Достаточно. Ну, время без 15 час. Сегодня раньше пришел. Короче, сейчас еще подкину дрова. Вот смотрите. Ну, где-то в 6 часов тоже мы вышли. До сих пор еще, вот смотрите. Тлеет, топится. Вообще огонь. Все хорошо. Сейчас, чтоб чайник закипел, там подкинул еще дровишек. Немножко пообедаем. Как и говорил, гречка у меня тут. Вон она. И салат дядя Ваня. Ну, не салат, а закусочка. Между прочим, сейчас подорожал. Так. Угу.
Нормаляк. Вкусно. У нас еще 4 часа времени есть. 4 часа. Посмотрим, чем дальше заняться. Но в тайгу сегодня точно не пойду, наверное. А сейчас я немножко пообедаю.